Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема», и сегодня у нас в студии гости: режиссер, сценарист, поэт, лектор, руководитель международного передвижного фестиваля «Кино на службе отечеству» Олеся Шигина и независимый журналист, режиссер из Франции Боке. Здравствуйте! Добрый день! Региональный этап третьего международного передвижного фестиваля «Кино на службе отечеству» проходит в Чеченской Республике под девизом «Армия и искусство едины». Олеся Николаевна, расскажите, как проходит фестиваль в Чеченской Республике? Насколько мне известно, у вас очень насыщенный график, каждый день расписан по часам, а то ли по минутам. Да, это правда. Мы были с подготовительным визитом в августе в Чеченской Республике, переговорили с министром культуры, с министром по национальной политике, ездили на ваши родовые башни, а сейчас вот уже результат наших переговоров, совместных планов. В общем-то, главная особенность нашего фестиваля в том, что мы приезжаем не на 3 дня и не на неделю, вот как сейчас. Эта неделя является таким мозговым штурмом, по сути, разведка боем, если можно так сказать. Главная наша задача — это установить связи, контакты и остаться в республике с нашим искусством, с нашими результатами творческой деятельности, для того, чтобы молодежь в школах, студенты, учителя, чиновники, госслужащие, все могли посмотреть фильмы, выставку нашу, для того, чтобы понять и приблизиться к тем событиям грандиозным, которые происходят сейчас в нашей стране, в мире. По сути, идет борьба за наши корни, за нашу корневую систему, которая держит Россию мощной, большой, цветущей державой. И наши лучшие мужчины, они сейчас на фронте. Поэтому главное пока что тема наших фильмов, которые мы привозим в регионы, это подвиг наших воинов. Но вместе с этими фильмами мы привозим кино о творческой деятельности, о людях, созидающих на местах, это в деревнях, на заводах, люди, которые что-то умеют делать руками, которые могут стать таким ориентиром для наших молодых людей, куда двигаться дальше, почему не стоит отчаиваться. То есть это, по сути, знаете, разноликий подвиг. Подвиг, он ведь не только на войне. Подвиг еще здесь, в тылу, служить своей родине, своей земле, своей семье. Это тоже подвиг. Даже создание такой крепкой, многодетной, полной семьи — это уже подвиг и служение своему отечеству. Вот у нас даже есть такие шевроны, видите, вот семья на службе отечеству. А Чеченская Республика у нас здесь, кстати говоря, является примером, потому что ваши семьи — норма, это многодетная семья, это семья, где уважают своих родителей, почитают память предков. Поэтому, в общем, мы привозим кино, которое является таким столпом ценностных ориентиров, на которых держится наше государство. И главное, еще мы приезжаем с тем, чтобы соединить народы, соединить наши веры, религии, для того, чтобы никакая гнида фашистская и прозападная не смогла нас разделить. Это их вечная мечта, много столетий они пытаются это сделать, но чем больше и более открытыми мы будем друг другу, чем искреннее мы будем, тем менее возможным будет вот этот водораздел и война, о которой они мечтают, чтобы она была внутри России. Поэтому наш фестиваль, по сути, он приезжает в любой регион для того, чтобы принести вести с фронта, вести от наших лучших ребят, и для того, чтобы люди на местах понимали, что главная война идет в тылу, даже не на горячем фронте, а в тылу, за наши души, за наши сердца, за нашу культуру, искусство, которые остаются в века. Поэтому и гость интересный у нас сегодня, человек, который встал в ряды русского искусства, будучи французом. А вот историю, как это произошло, расскажем. Да, чуть позже. Олеся, хотелось бы отметить, что в рамках фестиваля также откроется уникальная фото-художественная выставка «Сестры». Расскажите немного о ней. Картины каких художников там будут выставлены и какую цель они будут нести, эти работы? Выставка «Сестры» — это, знаете, само рождение ее, это тоже путь, и путь вместе с нашими воинами.
который пролег от первых фильмов, которые были созданы на фронте, о подвиге простого солдата. Простой солдат — это вообще главное, скажем, наши камеры наших режиссеров «Кино на службе отечеству» фокусируются именно на судьбах простых солдат, матерей этих солдат, их жен, сестер, братьев и так далее. И выставка, она стала, знаете, таким послесловием, художественным осмыслением происходящих событий. К нам присоединились, сами нашли, сами позвонили художники Академии Репина, Академии Штиглица той же, Академии Суриковской, ну, в общем, практически все художественные академии, лучшие художники, которые всегда были со своей страной, не те, вот, которые переобуваются, а настоящие русские художники, причем среди нас есть и чеченцы, и дагестанцы, чеченский художник великолепный, его работы будут выставлены здесь. Художники, полотна которых сейчас, ну просто благодаря нашему движению, стали уже легендарными. Это Ксения Галкина, это Александр Новоселов, у которого 6 детей, и он просто оставил все свои финансовые интересы и всегда писал на тему вот этой победы духа и победы над фашизмом, который процветает в европейских странах. Потом Евгений Емельянов, Евгения Ласкина, девочка вот эта, которая организовала все это, моя дочь, вернее, Шигина. Среди нас Арсений Багдасарян. Ну, в общем, это бесконечно можно перечислять художников. Кстати говоря, есть китайский художник Джу Лэй, который пишет тоже на тему Донбасса с 2014 года. Он уже 20 лет живет в России, так слабенько говорит, но пишет мощная, очень сильная, очень особенная работа, ну, вот именно на тему подвига наших воинов. Поэтому мы очень рады привести сюда выставку. Выставка называется «Сестры», и посвящена она подвигу матери и сына, матери, воспитавшей героя, и сына, который встал на защиту Отечества, кто с оружием, кто через науку, кто через перо и шпагу, то есть совершенно разный героизм может быть, но это всегда героизм. Там во главе угла кавказская мама, русская мама, которые, как знаете, две стороны одной медали. Многие, кстати говоря, идеологи развала России на Западе уверены, что если Кавказ с Россией разделить, с центральной Россией, да, то произойдет полный развал России. Поэтому наша задача, чтобы Кавказ подпирал нас с юга, мы подпирали Кавказ с севера и всегда были вместе, сильными, дружными, понимающими, что Бог един, Он за нами, за всеми присматривает, говорит, ну, я открыл вам разные немножко двери, но мы все-таки должны идти одним путем. Известно, что международный передвижной фестиваль документальных патриотических фильмов «Кино на службе отечеству», он был организован по поручению президента России Владимира Путина от 2 января 2023 года. Вот мне бы хотелось спросить, вот как вам именно пришла в голову мысль создания военной документалистики, сплетения ее с искусством и оригинальной подачей в образе передвижного фестиваля? Вы знаете, это все было выстрадано еще до начала специальной военной операции, но она стала такой реперной точкой, которые действительно вот болели за свою страну всем сердцем. Нам позволили наконец-то вообще иметь слово в нашей стране. Большая беда была, что 40 лет практически настоящее искусство, оно стояло на задворках наших сцен, наших главных площадок, театральных, концертных, художественных. И, по сути, влачило такое жалкое существование. Зарабатывали, продвигались те, кто сейчас в Израиле, в каких-то любых, в Америке, во Франции, в той же. То есть это была величайшая трагедия. И те, кто продолжали творить, несмотря ни на что, да, вот мои друзья, например, их около 150 человек, вот, настоящих деятелей искусства из разных совершенно республик, регионов там, и так далее. Мы все сразу же объединились, потому что мы поняли, ну все, наконец-то наше время пришло. И поэтому я понимала, что по красным дорожкам должны ходить не вот эти гламурные женщины, которые не знают еще, что им еще оголить и какие губы им еще накачать, понимаете? А там должны ходить многодетные мамы, космонавты,
рабочие заводов, которые действительно трудятся как положено, и которые потом, кстати говоря, встали также и на защиту Родины. Да? Это же в основном рабочий класс встал на защиту Родины. Да. И вот эти люди должны идти по красным дорожкам. Я об этом президенту и сказала. И вообще все фильмы, которые я снимала до специальной военной операции, они были о силе духа, о созидании, о служении Отечеству, вере и всем нам, по сути. И они все заканчивались вот этой фразой «Кино на службе Отечеству». Потому что я уверена, что кино о настоящей любви чистой, о природе, о том, как выращивать хлеб, это все кино на службе Отечеству. Это не про солдата, там, который воюет, да? Это про те основы, которые эту жизнь творят. Потому что если мы будем снимать о трансгендерах, о грязи, о пошлости, все, что ниже пояса, то это кино, развал, это кино на службе сатане. И вот кино на службе Отечества — это кино о прекрасном, кино о силе, о боли, но которое пробуждает к жизни. Вот об этом мы поговорили с президентом. Я ему рассказала, что настоящая русская, российская культура стоит за пределами, к сожалению, Министерства культуры. Он сказал, что мы это исправим. Через 2 дня у меня уже был круглый стол в Министерстве культуры, где меня тоже услышали, и мы вот уже эффективно 3 года работаем вместе, и вышло поручение. Но главное, знаете, одно дело получить поручение президента, реализовать, да? А другое дело его реализовать и заставить довольно инертную массу, среди которых еще очень много людей, которые совсем не в ту сторону смотрят, поверить в то, что ты это сделаешь при любом раскладе. Как наши мальчишки на фронте говорят, мы победим по-любому. Вот у меня это был следующий вопрос, именно вот с какими трудностями вы сталкивались при реализации вашей цели? Ну, вообще поехать на фронт женщине, матери 5 детей, у которой прекрасный муж, который меня очень любит, и как вот меня часто спрашивают, как он вас отпустил. И у меня есть такой спектакль, называется «Сестры», и есть фраза: а кто решил, что любить не значит держать? Любить иногда это значит отпустить. И вот как раз-таки тот момент, когда я поняла, что он готов взять на себя вот непростую долю ожидания, это всегда тяжелее, чем идти это к опасности. Ответственность за вас. Да, за детей, за наше будущее. Что бы со мной ни случилось, мы оба были готовы к тому, что я ведь могу оттуда и не вернуться. Вот. Но, конечно, для меня было самое сложное понять, как там вообще женщина может, все-таки мир мужчин на фронте. Вот. И сегодня ребятам в университете я рассказала о том, что мне открыл фронт как женщине, что русские мужчины, чеченские мужчины, дагестанские мужчины, воины умеют уважать и уважают женщину-мать. Женщину, которая поехала не с какими-то фривольными там задачами туда, а по-настоящему с задачей рассказать об их подвиге, о подвиге нашей страны, которая встала на защиту вообще всего мира, по сути своей. И ни разу за все мои там 3 года довольно плотного пребывания на войне я не испытала на себе хоть какого бы то ни было малейшего неуважения или какого-то взгляда, который мог бы меня оскорбить. Понимаете? Только защита, только полное такое, уважение и помощь. И даже первую серьезную кинокамеру мне подарили именно воины, потому что они просто увидели, что я по-настоящему снимаю кино о солдате, на котором держится весь фронт. Поэтому я очень благодарна ребятам, которые в одном строю спасают сейчас наше будущее, нашу истинную веру, наше истинное вот это мироустройство, когда на одной площади стоит мечеть и церковь. И то, что у нас есть взаимное уважение православного к мусульманину, взаимное уважение разных национальностей, это наше огромнейшее достижение. Им еще учиться и учиться этому. Сколько людей задействовано в фестивале? То есть сколько у вас единомышленников, помощников, так скажем? Но можно как-то озвучить эту цифру? Да, самые главные помощники — это вот творческие люди. Я насчитываю вот в нашей команде, это вот у нас театр на службе Отечеству, литература на службе Отечеству, живопись,
Красота, это мода, это дизайн. Тоже, это, да, на да, службе да, тоже отечеству? здесь у нас. И ну, в общей сложности это около таких 200 подвижников, которые, ну, во-первых, профессионалы своего дела, не любители, да, вот как, допустим, конкурсы, которые мы в регионах делаем, там тоже прекрасные Основной художники. костяк, да, который... Да, они хорошие, они прекрасные, но это все-таки не тот уровень профессионализма, который должен идти в авангарде, а дальше Да, да, тогда да. вся эта машина движется. Вот именно профессионалов, академиков, которые с новаторским мышлением, ну вот где-то 200 человек. Плюс команда, которая ну, самоотверженно просто помогает организовывать фестиваль и так далее. Вот сейчас мы приехали, у нас здесь 20 человек находится. Но среди них 6 организаторов, и остальные 14 это творческие люди. Поэтому команда, с одной стороны, маленькая, с другой стороны, если учитывать уровень профессионализма, мощь высказывания, которым эти люди обладают, это мы можем горы свернуть вместе. Но к нам все время присоединяются люди. И Я тоже уверена, думаю, что эта цифра будет расти изо да. дня в день, из года в год. Адриан, расскажите, почему Россия, почему зона СВО? Чем, как военного корреспондента, вас привлекла ситуация на Украине? Что вы хотели показать вашими работами? Adrien, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes en Russie, pourquoi vous êtes à la zone des opérations spéciales, qu'est-ce que vous faites là-bas, pourquoi vous choisissez ce chemin n'est pas facile et dangereux, qu'est-ce que c'est? Bien sûr. J'ai fait un choix. Tout au début de cette guerre, je suis allé en Ukraine. J'ai assisté aux atrocités soi-disant de Boutcha. J'ai été enrôlé, c'est-à-dire attiré par l'unité Azov. J'ai vu des criminels sur place et j'ai décidé d'arrêter, de rentrer en France pour divulguer tout ce que j'avais vu aux Européens. Дело было так. Я на самом деле, как нормальный европеец, также точно очень сильно сочувствовал украинцам, на которых напали плохие русские, и сразу же рванул по приглашению спецназа Азов для того, чтобы освещать события, происходящие на Украине. Таким образом, я оказался с руководителем подразделения Азов в Буче, и мы с ним туда ехали, я был уверен, что вот я сейчас расскажу всю правду о том, что русские здесь творят. И в итоге мы приезжаем в Бучу, и я вижу просто, как они расстреливают мирных людей и раскладывают их по дорогам. И просто творится страшное криминальное преступление, которое не мог... Ну, мне стало страшно, и я все понял. И я просто сел на машину, практически не останавливаясь, доехал до Парижа, воодушевленный тем, что вот все, я сейчас все расскажу, европейцы все поймут, на чьей стороне правда. И поскольку я был специальным корреспондентом, меня сразу же пустили на телевидение. Я рассказала прямо в прямом эфире происходящее в Буче, что это не русские расстреляли мирное население, а именно это сделал Азов. И практически буквально после этой программы ее тут же свернули, и после этой программы заключили меня было в тюрьму у Адриана. И благодаря там, усилиям адвоката он сумел выбраться из тюрьмы через несколько месяцев. И сразу же поехал на Донбасс. И уже там он четко понял, на чьей стороне правда. И с этого момента Адриан говорит, что он выбрал путь служения правде. Он и гражданство получил, да, насколько мне известно, уже российское? Да, мы с ним встретились в 22 году с Адрианом в Донецке. Вот как раз он только-только приехал, уже начал... Вообще он же служил в спецназе французском. И он специалист по баллистике, то есть он определяет, какая бомба, чье производство там, и так далее. Это ценный работник, получается, в вашей команде. Да, да. C'est d'ailleurs pour ça que le SBU a essayé de m'assassiner, parce que j'ai accepté de travailler en tant qu'expert balistique pour le gouvernement. Ça n'a pas plu au SBU, et donc ils ont essayé il y a 2 ans de m'assassiner à cause de ça. 2 года СБУ пытается меня убить, потому что я, я очень
такой серьезный специалист вот в этой области баллистики. И они совсем не заинтересованы, потому что я знаю все о вооружении. То есть он определял, какая бомба куда прилетела. Вот так мы и познакомились. Был разрушен госпиталь в Донецке, и как раз Адриан туда выехал, чтобы проанализировать, какая бомба. А по сути это же преступление фиксировалось уже в 22 году, когда они якобы ничего не поставляли Украине, что каждый раз это была натовская бомба. 22 химарса они запустили на вот этот госпиталь мирный в центре Донецка и с интервалом 20 минут. И вот мы... Il y avait 5 étages de 5 cassés et un cratère de 15 mètres. 5 этажей сложилось, и кратер 15 метров тогда был. Так мы познакомились, я узнала историю вот эту всю Адриана, и мы с подразделением ветераны, вот достаточно такое же известное, как подразделение Ахмат. Это те, кто вместе, кстати, они брали вот эта операция в трубе, это ветераны и спецназ Ахмат. И вот руководство ветеранов с моей помощью мы написали заявление на имя президента, и вот президент пожаловал, скажем так, гражданство российское, паспорт. И на данный момент он проживает в России, да? Et maintenant, Adrien, vous habitez en Russie ou... Alors, pas encore. Je suis russe officiellement. J'habite entre la Suisse, je ne vais pas dire exactement où, entre la Suisse et Moscou, mais j'espère et j'aimerais habiter en Russie très rapidement. Я сейчас, к сожалению, пока еще живу на две страны, это Швейцария и Россия, потому что Швейцария — это единственная страна, которая поддерживает нейтралитет. То есть если мне вернуться во Францию, у меня сразу же заключение под стражу грозит, а Швейцария, она держит нейтралитет. Поэтому вот я между двух стран, и получается, что жду той возможности, когда я смогу вот просто на постоянной основе жить в России. Это тоже зависит от работы. А семья у него осталась во Франции? И вот фамилия. Oui, alors elle est cachée et protégée en Suisse, et mon but c'est donc de les faire venir à Moscou ou ailleurs hein, pour être tranquille. Le problème c'est que je reste oralement un étranger, et donc du coup pour trouver un travail stable, c'est toujours compliqué. Моя семья сейчас спрятана как раз-таки в Швейцарии, чтобы к ней не было никаких, потому что были уже даже угрозы в адрес дочери маленькой, когда они жили во Франции. Кстати говоря, жена у него русская. Да? Да. Вот. Сам Бог велел в России жить, да, получается? И он говорит, я жду очень, чтобы переехать в Россию, потому что мне очень хочется, чтобы дочка жила в России. Но, к сожалению, я сейчас, вот для меня важно, чтобы была такая стабильная, нормальная работа, когда я смогу понимать, что я и так все потерял. Адриан потерял дом, страну свою, ну, в общем-то, все свои счета, сбережения, все это он принес в жертву вот той правде, которую постоянно, это не каждый неустанно, сделает. да, рассказывает европейцам. Ou peut-être la Tchétchénie, parce que je découvre Grozny, tu peux lui dire, et je trouve que cette ville elle est magnifique, ça me dérangerait absolument pas d'habiter à Grozny. Может быть, я вообще Vraiment. в Грозный перееду, Да, можно, да. понимаете, Можно. найду здесь работу. Адриану, один из своих документальных фильмов вы посвятили воинам Чеченской Республики из спецназа Ахмат. Да. Почему? Un de votre film que vous présentez ici, c'est le film sur Ahmad. Ahmad. Pourquoi vous avez décidé? Ça a toujours été une unité qui m'a attiré et qui m'a impressionné. Et je les ai découverts notamment à la bataille de Bakhmout. Il y avait des militaires d'Akhmat. Et lors de cette rencontre, c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire un reportage sur eux absolument. Я, конечно, наслышан была об Ахмате, но мне хотелось самому увидеть, узнать. Я очень, он там десятки снял других подразделений, но Ахмата не было. И вот мне было очень интересно, что, как они работают, как они живут, в чем вообще особенности. И как раз вот стояли они в Бахмуте, и это был Бахмут. Я прожила с ними 3 недели, день и ночь снимала все быт, как они воюют, как отдыхают, как готовят, как кушают. Ну, в общем, все-все-все. Потому что здесь то очень важно понимать вот эту вот обычную жизнь солдата, в чем она тоже заключается, чтобы каждый воин стал ближе к тем, кто мирно, спокойно здесь живет, благодаря их подвигу.
Вот. И я с удовольствием провел вот эти 3 недели на линии фронта с подразделением Ахмата, много чего для себя понял. Il faut comprendre que pour moi, en tant qu'ancien militaire, et avoir passé pratiquement 4 ans de guerre, pour moi, Akhmat fait partie des meilleurs soldats, l'une des meilleures unités qui combat actuellement au niveau du front. Pourquoi? Car ils ont énormément d'expérience sur la guerre et que ce sont de très grands spécialistes et ce sont aussi des hommes, on va dire pour moi, hors du commun, différents d'un autre soldat. Il y a aussi la religion qui rentre énormément dans leur esprit, mais pour moi ils sont un petit peu surhumains, surtout au combat. Ce sont vraiment des guerriers et des guerriers très très forts. Et voilà. Я понял за время съемок, что это один из самых сильных подразделений, одно из самых сильных подразделений в российской армии, что это высокие профессионалы, что они действительно понимают свои задачи, профессионально их исполняют. Это прям вот воины такие, которые четкие, физически очень сильно развитые, интеллектуально развитые, то есть, ну и многонациональные, и вот это все вместе, оно дает такой вот результат высочайший. По сути, как и вся российская армия, вот именно все зиждется на братстве, на том, что все вместе идут к... Но вот эти особенности национальные и так далее, это было тоже очень интересно Его понять. привлекло именно, да, что-то. Но он говорит, я как спецназовец испытал истинное удовольствие от того, что повстречал, ну вот прям настоящих профессионалов, воинов, которые знают свое дело от А до Я. Dans mon film, il y a donc une ambulance avec trois personnes médicales qui sont des militaires d'Akhmat, qui sont malheureusement donc décédés il y a 3 mois. Et ces 3 personnes de cette unité médicale sont originaires de Grozny. Donc c'était aussi pour moi très très important de venir montrer ce film ici pour leur rendre hommage et pour que les dernières images de ces militaires Akhmat soient vues en premier dans leur ville d'origine. Важная такая вещь, которую нужно сказать, что в моем фильме есть такая большая часть, посвященная работе медиков, которые эвакуируют ребят раненых с поля боя. И там 3 медика было именно чеченские медики, которые с Грозного. И они прекрасно выполняли свою работу, то есть тоже слаженно, профессионально, и прекрасные люди. И вот, к сожалению, 3 месяца назад все 3 погибли. Вот. И для меня было очень важно именно здесь впервые показать фильм, в котором эти люди участвуют. И чтобы здесь именно, вот это последняя, по сути, их съемка, которая увековечивает их подвиг, их память, я должен был сюда приехать и показать фильм именно здесь, в Грозном. И у нас тоже, как у фестиваля, есть такая мечта, чтобы родители этих медиков пришли к нам на открытие, мы обязательно их поддержим. И наше движение «Уголь земли русской», «Живопись на службе отечеству», мы напишем обязательно портреты их сыновей. Мы уже привезли портреты ваших воинов, которые вот родились в Грозном или в других селениях Чечни. И обязательно увековечим память этих ребят, потому что мы сейчас создали галерею, которая становится народной, художественной, ценностной галереей. Эти образы воинов, медиков, которые спасают нашу страну на передовой, они должны ездить по всей стране. Мы должны показывать эти лица, глаза мощных мужчин, предстоящих перед Богом, перед Отечеством. И это есть самое лучшее воспитание. Воспитание без слов, воспитание образом и силой художественного высказывания.
Фестиваль стал международным. Изначально предусматривалось ли, что вот фестиваль так преобразится, так скажем, станет вот международным статус у него? Вы знаете, сначала было прорывом вообще то, что мы, в принципе, назвались, поехали по всей стране. Мы были абсолютно первопроходцы, мы первыми поехали сразу же в университеты. Я поняла, что страна еще не готова к показу документальных фильмов, например, в кинотеатрах. И я открыла для себя, что у нас великолепные университеты по стране. Это, кстати, достижение нашего президента Владимира Владимировича, потому что везде прекрасные кинозалы, огромные актовые залы с хорошими сиденьями. Ну, то есть не каждый кинотеатр может похвастаться. И главное, что вы всегда в этих залах там по 800, по 1000 человек, студентов. Вот как сегодня мы показывали в нефтяном университете фильм Андрея Ященко, который снял вот просто в самом пекле. Великолепное кино, где картинка, ну это прям вот чудо, понимаете? Где показаны страдания мирного населения, которые нас ждали, которые понимают, пережив вот эту всю трагедию, они увидели, кто расстреливал мирное население по-настоящему, кто, эти люди не соврут там в Бахмуте, понимаете, кто их защищал, а кто их убивал. Таким образом мы проехали 350, уже там больше, я даже не перестала считать, вузов по всей стране. Это больше там 400 тысяч студентов, глаза в глаза, не онлайн там, никак, а вот с этим разговором. И, конечно, ну, в общем-то, для нас это огромное достижение. И сейчас следующий этап, это мы переходим во многом к художественному кино. Вот я сейчас, например, получила поддержку тоже от президента, и мы создаем, я сейчас начала снимать фильм о моем названном сыне, он татарин, мусульманин, который погиб. Это в реалии у вас, да, названо. Он сам назвал меня мамой. Вот у меня такой позывной на фронте, мама. Да, у меня вот следующий вопрос, кстати, Да. был по этот позывной. И вот этот мальчик, татарин, он, к сожалению, он погиб под Курском. Мы с ним 2 года ездили по фронту, он меня защищал, он после ранения сказал: мам, ты больше не будешь ездить одна. И всячески мне помогал, очень смелый. Погиб в 24 года. Вот, и сейчас вот я начинаю работу над фильмом о нем. Это будет такая смесь документального кино, потому что я сняла его историю, он все рассказал, у него очень непростая судьба, родители его бросили, когда ему было 2 года. И вот буквально 4 недели назад, или 3, я была на его могиле в Татарстане, на мусульманском кладбище, впервые была в своей жизни. Вот. И там тоже история очень интересная, которая, знаете, как свидетельство того, насколько мы едины. Вот он своей судьбой, вот этой тяжелой, доказывает нам, что мы не имеем права на разлад. Фильм будет называться «Небес, пересвет». Вот у меня его позывной, вернее, это его шеврон, и у него был позывной «Бес». И я говорю, как же так, с батюшку встречаем, я говорю, батюшка, проблема, сын тут вот нашелся у меня, а позывной «Бес», у меня даже, говорю, язык не поворачивается. Он говорит, надо другой позывной дать, давайте «Пересвет». И садимся с ним в машину, и прямо я снимаю, и это вот зафиксировано. Говорит, ты теперь не бес, ты теперь пересвет. И вот теперь название фильма «Небес, пересвет». Вы, как говорили ранее, мать участника СВО. Скажите, что дает вам как руководителю фестиваля, как режиссеру этот факт? Вы, как никто другой, на мой взгляд, можете чувствовать, переживать всю боль за бойцов на передовой. И было даже так, что вам на фронте воины, вот как вы сказали, дали позывной «мама». Вы знаете, очень много сняла сейчас мам. Я совершенно не особенная. Это я прям одна из там 1000 матерей. Причем, знаете, оказалось уже потом, я поняла, что позывной «мама» самый распространенный на фронте, потому что если мать бойца едет на фронт, для нее там совершенно нет разделения, чей где сын. Вот все абсолютно сыновья наши. И молилась я, когда пыталась молиться за сына, когда он был на фронте, у меня не получалось вот только за сына молиться. Я молилась за всех парней, какой бы там веры они ни были, национальности и так далее.
И, кстати, мальчишки с Владивостока сейчас едут сюда, группа «Русский строй» называется, из Владивостока едут сюда, они посвятили мне песню. Мама, у На тебя этот фестиваль, Да, получается? да, вот они будут на открытии. Это очень важно, что с Владивостока сюда вот Да. едут ребята. Удивительная совершенно группа, и они посвятили мне песню «Мама, у тебя сотни сыновей». Но это не обо мне песня, это песня о всех матерях, которые ждут своих сыновей с фронта. И, конечно, наши сыновья — это наша опора. Я его постоянно чувствую. Мы сейчас с ним прям редко видимся, потому что, естественно, невозможно. Он просто вот меня духовно, где бы я ни была, он меня подпирает, как эти сотни сыновей, которые сейчас у меня есть. Они просто меня держат. Это они как ангелы, то есть они как посланники Господа, которые вот дают мне какие-то невероятные силы. В 2022 году вышел ваш первый, да, документальный фильм о простом солдате. Легла ли в основу фильма судьба вашего сына? Нет, я до сына на фронте так и не доехала, ни разу. Ни разу. Потому что, во-первых, он был категорически против, чтобы я ездила туда. Как, наверное, любой сын. Вот. И он был уверен, что мы все там только мешаем женщине. Ему там не нужно, он вообще чеченского Настоящий мужик. происхождения. Он говорит: мама, ну можешь ты нормально сидеть дома, печь пирожки и ждать меня с фронта вообще? Куда тебя несет? Ну вот мама такая. Мы с Адрианом сейчас разговаривали, что мы реактивные, да? Но сам très actif. Oh oui, trop. Да, есть такая Toujours. проблема, да, вот он стоит, уже переминается с ноги Да. на ногу, потому что, ну, такие, Et c'est la guerre aussi qui nous a formés, je pense. он говорит, А ça, наверное, война еще более нас сделала реактивными, потому что там спокойный человек, un journaliste de guerre sera toujours plus différent, je pense, qu'un journaliste lambda, on va dire, sur le fait qu'il faut aller vite. кто работает на фронте, должен быть быстрым, обладать быстрой Мобильным. реакцией, очень мобильным, и поэтому у нас есть такая немножко профдеформация. Олесь, а вот где будет проходить следующий этап фестиваля? Да, после Чеченской Республики мы едем в город Новосибирск, в Сибирь, а потом Петербург, Ленинградская область, Магадан, Москва. Это все в этом году? Да. У вас очень насыщенный Non-stop. график, планы. Non-stop. Что будет с фестивалем «Кино на службе отечеству», когда закончится специальная военная операция? Как вы видите будущее фестиваля? А мы его видели изначально. То есть я мама 5 детей. Я никогда не была на войне до 22 года. И не хотела бы, в общем-то, ее видеть. И хотела бы, чтобы мы просто победили. Уже давно Киев должен быть нашим, Одесса тоже и так далее. Вот как только мы победим, у нас планов громадье по спасению русской культуры, многонациональной. Наверное, фильмы многоязычной. уже будут художественными больше, Да, художественные сейчас мы фильмы. создаем художественное кино о специальной военной операции, потому что до сих пор оно так и не родилось, вот мы к нему переходим. Второе, мы должны создать ценностные столпы. Вот наша галерея художественная, она же такая, она симбиоз кино, музыка, литература, живопись. То есть у нас и стихи на стенах, и кино постоянно идет около каждой картины кино. Потому что это абсолютный симбиоз, это совершенно новый подход к галерейному искусству. И мы очень хотим, чтобы вот то, что мы создаем, поскольку мы вот такие очень реактивные, еще и, в общем, веселые достаточно, то мы очень хотим просто, чтобы с нами была молодежь, и чтобы мы могли с ними творить и создать вот новое слово. Сейчас, знаете, мы стоим на пороге абсолютного нового слова в искусстве. Вот в нашем в российском, да, искусстве, в русском искусстве, в широком смысле этого слова, если мы слово «русский» воспринимаем как цивилизационное слово, да, где, невозможно там русский представить без Кавказа, да, или русский без Якутии, там, то есть невозможно, потому что мы вот просто сотканы из всего этого. Да. И новое слово означает то, что мы опять явим миру золотой век в искусстве. И они все снова будут ориентироваться на нас, как во времена Достоевского, как во времена Пушкина. Это вот неминуемо грядет. Я вам хочу сказать, уже сейчас в музыке такой прорыв. Вот вы просто сейчас на Яндекс там музыку зайдете, и просто вот посвященные там войне песни, там, или посвященные осени, любви. Такие
красивые песни, такие шикарные голоса, потому что у нас уехала Пугачева, Киркоров, они же не давали пробиться молодым людям. А вот наша задача фестиваля «Кино на службе отечеству», с нами уже около 300 молодых людей, талантливых со всей страны, которым мы очень хотим дать вот просто дорогу. И именно 20-летние, 30-летние должны прийти во власть, в культуру, а мы должны просто им чуть-чуть подсказывать, подпирать их, понимаете, помогать. И у нас работы вот просто непочатый край, потому что с войной просто очень много мы тратим времени, энергии на помощь фронту, на разговоры, вот просто чтобы люди, хотя бы матери, начали жить здесь, понимаете, жены. Мне вот просто взрывается телефон каждый день. А ведь творчество может быть просто более спокойных каких-то условиях происходить, и тем более столько пережито, что конца и края нет. И еще раз говорю, что фестиваль, который о служении, это фестиваль о рабочих, о матерях, о детях, о красоте. Вот у нас главная вообще красота на службе отечеству. Вот видите? Потому что все должно быть красиво. Как Чехов говорил, в человеке должно быть все красиво. И одежда, и мысли, И душа. и душа. Мы вот об этом, а не о войне. Так что фестиваль будет жить вечно. Дай Бог. Я благодарю вас за то, что вы пришли на нашу программу, ответили подробно на все наши вопросы. Желаю вам удачи. И очень хочу, чтобы все бойцы зоны СВО вернулись живыми и здоровыми. Нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня гости в студии — это режиссер, сценарист, поэт, лектор, руководитель международного передвижного фестиваля «Кино на службе отечеству» Олеся Шигина и независимый журналист, режиссер из Франции Боке. Спасибо. Спасибо. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».